Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Недоброе слово бессильным бывает, и мало камня не сдвинет с горы, а доброе слово и гору сдвигает, и вымыть может змею из норы. Радуясь, иные забывает, радости без горя не бывает, но добро приводит, зло приводит только зло. Сделавшие доброе ура, не кричи, но помни день добра. Помни, если даже будут бить, человек не помощи добра, завтра может родину забыть. Громко говорить не надо, во все стороны трубя. Говорить правдиво надо, чтобы слушали тебя. Не пора, тогда и слово придержи, пусть ждет оно. К месту сказано слово, часто выстрелу равно. Дал слово, держи непременно, не вздумай от слова бежать. Ведь если ты не сдержишь, то сможешь ли клятву сдержать? Громко скажешь, думает, пугаешь, тихо скажешь, думает, что трус. Промолчишь, подумать, что глупый, скажешь, просто скажешь, что хитер. От сабли рана зажила, от слова злого нет, чтоб в мире меньше стало зла, а стал хороший след. Клялся он, что ему не враг, а в кармане сжимал кулак. Ты дуешь на угли, забыл об одном, ведь новый огонь разжигает огнем. Последняя сильная война у матери забрала, но ни одна война сына не родила. Бой уходя, он думал, одной что уже прожит. Кто думает о смерти, героем стать не может. Я вам только что прочел стихи не чеченского, не ингушского, а русского писателя Чечен Ингушетии, который написал их как истину чеченского народа. Он, русский парень, родился за Терком, проживал там. Вот он любил свой край, где он родился, где он прожил. И вот такой теплотой, такой добротой относился к нам, чеченцам, нашим традициям, обычаям, что он решил в стихотворной форме. К сожалению, я вам как-то рассказывал, что мой сосед пьяный, целый КамАЗ, не КамАЗ, так огромная машина, ЗИЛ, по-моему, был это, повалил в наш двор вот эти книжки, 1000 книжек он повалил, и откуда-то списаны, или куда-то их надо было выкинуть. Непонятно, откуда он их привез, но привез, так как он работал в сфере просвещения, и вот он был их водителем большого грузного транспорта, скорее всего, из Грозовской какой-то, вот так я думаю, потому что у нас введено библиотеки, и не было такого массива, объема книг, и, скорее всего, какой-то большой библиотеки Чечен Ингушетии, которые уже списаны, но в хорошем качестве, очень редкие книжки, вот их он должен был выкинуть где-то там, какой-то обрыв, к моему счастью. Он на нашем дворе, так как он с моим отцом по молодости лет там гужбаню, как бы сказать, модными словами. И вот он просто хотел увидеть мою мать, там встретиться, там поздороваться. И вот он вот такой сделал. В мою счастье. Вот эта книжка, я не знаю, как я... Это было очень давно. Раньше я знал этого, как зовут вот этого писателя, поэта. И, к сожалению, вот так, вот эта книжка мне случайно попала в руки. Это он был очень, сохранилась у меня в моем библиотеке, она была сохранена. Но, к сожалению, после первой, по-моему, первой чеченской войны, Второй чеченской войны, наш дом разбомбили, там все пропало, все вот это. Единственное, они нашли 3-4 дипломата моих рукописей, эти солдаты русские. И вот они их загрузили на этот танк,
и разбрасывался этими листоками, и как варвары, как я не знаю кто, и вот этот труд человека вот так обесценит, так этот, даже я вот сейчас именно с Чеченской башни, товарищи ингуши, не подумаешь, это ваше, это нет, это не ваше, это очень высоко в горах, неприступных скалах, так как я этот фрагмент ближе сделал, вам это и видно, это чисто чеченские башни, и именно чеченские, а не ингушские. Ингушских не было, именно чеченские, которые веками на этой земле жили. Это племена, нахские племена. Нет такого понятия ингуши, есть понятие нах. Вот нахские вот эти племена, в составе этих племен были вот эти испорченные ветвь. И хорошо, что они ушли, хорошо, что они нас, представляете, нас изнутри бы они, наверное, изнутри бы нас они испортили. И вот когда в Грозно входили бы русские войска, не был бы, вот один русский сделал бы один выстрел, и все, пиши пропало бы наши чеченские дела. Поэтому, так как мы с ними не так сильно были связаны, и вот сам Господь Бог решил нас сделать двумя родами, отделить друг от друга, потому что не может добро соседствовать со злом, поэтому, наверное, так и Всевышний пожалел не вас, товарищи Мгущев, вас он не жалел, просто жалел нас, чеченцев, которые столько на их судьбы испытаний, сколько страданий мы пережили. И вот из-за того, что мы искренние, добрые и трудолюбивые люди, вот нас пожалел, и вас отделил от нас, и мы очень рады этому, очень рады, потому что выскочки непонятно откуда, без рода, без племени, вот они бы качали бы свои права, и шатали бы нас в одну сторону, в другую. И вот, знаете, есть такая русская пословица, я сейчас, если я вспомню, не бывает худо без добра. Вот, или я правильно, или неправильно, не знаю я. Я, они русские, поэтому извините, если кого-то задену за живое, особенно мне нравятся эти товарищи ингуши, эти парни, девушки, женщины, мужчины, неважно, старички, старухи, которые вот сейчас в современном мире вдруг освоили вот этот интернет, и кажется, что вот только вот этот вот для них это был создан этот интернет, эти американцы, скорее всего, для ингушей, вот этот Майк Цукерберг тоже, вот эти сквозные вот эти шифровки. По-моему, кто-то получал Нобелевскую премию, из русских, оказывается, это было, кто-то получил Нобелевскую премию за эти сквозные, вот эти, как сказать, шрифты, вот это, когда интернет сквозной, и кто-то получал Нобелевскую премию. Да, Алигеров, что-то такое русский, вот, он в 60-м году, оказывается, он это уже придумал, но американцы, они всегда планеты, впереди планеты всей. Вот сперва они такие компьютеры, вот это телефоны какие-то дотошные, ну, потом сквозные вот этот, даже Марк Цукерберг с 21-летним студентом, вот он тоже вот этот Принстон, вот этот университеты связал, вот этот какой-то Facebook создал. И вот эта технология, вот знаешь, одна технология, с него вышла другая технология, с второй вышла третья технология, а сейчас вообще интернет пошел еще дальше, искусственный интеллект, и мне он не очень нравится, конечно, я боюсь, что вот такие плохие люди, как вот эти товарищи, наши соседи, с какой-то злой намерением, вот это, будут порабощать людей, это нехорошо, конечно, искусственный интеллект нехорошо. Нам достаточно этой технологии, любой человек может с любого уголка земли позвонить,
вот выйти в интернет, там, что-то просмотреть. Почта может, каждую секунду человек может при почте. Раньше как было? У нас же не было телефона, когда я помню, я себе в детстве я кофе выпил впервые в своей жизни, по-моему, 20 лет, 21 лет, вот, колу тоже. Это мое счастье, что я так поздно. Представьте, это был бы это телефон, вот это все. Сейчас очень много очкариков ходит по всему, вот, по улицам, по городам. Очень много. И то без очков люди очень плохо видят. Ну, понятно, нашем возрасте это понятно. А вот молодежь, все нацепили эти очки, потому что днем и ночью сидят в этих социальных сетях и пытаются просвещаться. Конечно, можно по-любому просветиться. Вот кто-то вот это смотрит. Вот я заметил, что вот мы, чеченцы, вот нас очень много, хотя официально 1,5 миллиона, но так кажется, еще больше нас. Многие даже, наверное, не участвуют в переписях населения. И вот это у нас очень разностороннее, вот это, ну как народ, как всегда у нас это было, у нас очень разносторонние интересы, у нас нет вот этой чеченмании, мы не собираемся всех поработить, всех уничтожить, там, не знаю, над кем-то возвыситься. У нас нет вот этого. Мы живем спокойно, очень спокойно. Даже вот такие нападки этих ингушей воспринимаем очень многие спокойно. Там, а ну что, а что, вот так мелкотелость это тоже нехорошая вещь, конечно, в конце концов. Вот они этим, именно тем, что пользуются. Мы давно бы, в течение 1 месяца, мы закрыли бы всю эту ингушетию, вот это их грязные эти помойки, все бы они, ни один человек не мог бы открыть даже рот. Потому что у нас очень, чеченцы везде, и они могли бы вот, что-то плохое говорить, имя, которое не надо эти ингушеты закрывать, просто закрыть вот эти социальные сети, где они бы вот что-то против нас, чеченцев, и мы могли бы спокойно, вот нас 10 раз больше, чем их, вот 10 раз, они-то могут приписывать себе вот это. И вот некоторые пишут, что я всегда говорю 80 тысяч ингушей, которые проживали в городе Грозном, имеется в виду, да, там их не так много было, там 20-25 тысяч было там. Все, я имею в виду на территории Чеченской Республики, которая включая вот эти Сунжинский, Малгобекский районы, вот я их говорю. Именно на ингушской территории, вот это Азранский, Джейравский район нынешний, там проживало 60 тысяч. Вот на территории Северной Осетии, пригорода Владикавказа, проживало 100 тысяч. Когда я говорю, что в Грозном 80 тысяч, это имеется в виду на чеченской территории, просто, извините, это моя образно вот так говорю, 80 тысяч, да, примерно проживало они на нашей территории, и вот это, сколько их вышло защищать свою родину. Многие, десятки тысяч этих ингушей родились в городе Грозном, и вот сколько вышло их защищать свою родину. Ваша родина не Ингушетия, ваша родина Чеченской Республики. И вот это интересно. Вот же все алжирцы, родившиеся во Франции, а их родина Франции. Да, историческая родина, вот этот Алжир, историческая родина, не путайте родину и историческую родину. Точно так же, за эти 70-80 лет, которые мы жили вместе, с 1934 года, ни одно поколение еще выросло. У нас родилось, выросло. Самый ярый чеченофоб. Это вся... Я вспомнил, просто мне один написал, что вот этот русский Бузуртану вот похож а на вот этих типов, и я вот хотел что-то такое сказать. Хорошо, что я не сказал.
Хорошо, что я это не сказал, иначе бы пришлось бы все этот ролик переснимать. Ну, вот чеченофобы самые яростные. Вот это ингуши чеченского разлива, которые родились в городе Грозном и других населенных пунктах Чеченской Республики. И вот такое странное отношение к своей родине. Вот я не слышал ни одного ингуша, который... Вот единственное, вот это колхозница, родившаяся Джерахова. Единственная одна, родившаяся Джерахова, вот эта колхозница Танзила Заура, вот она является этнофобкой по призванию. Она первая ткачиха Ингушетии, она воровка чеченских истингов ковров, и вот она из своей специализации является иначе ты никуда не продвинешься, тебя никто ходу не будет давать, тебя прикроет, закроет, если ты вот не будешь яростно восхвалять своих ингушей и топтать грязью других. И это вот так у них устроено. Главное восхвалять Ингушетию и вот мочить других. Наверное, с Путина вот эта фраза «мочить», вот это, наверное, мочилово у них, постоянно мочилово. Это не прекращается ни на одну секунду, ни один день, ни одну ночь. Вот других проблем нет. Сейчас месяц Рамадан, и не хочется, конечно, вот это все, вот это говорить. Прискакала одна, мне сделать замечание, что это месяц Рамадан, выпустил ролик. Но этот ролик был выпущен еще раньше. Я, знаете, я почти 6 роликов снял, но я их, с одной стороны, их нужно вставлять, потому что потом это будет массив информации для работы, если я вдруг решу книжку написать, вот все эти мелкие истории, вот, мне помогут вот это, какую-то картину воссоздать. С другой стороны, человек вот пришел на русском языке, это было бы на чеченском, это понятно, я мог бы каждый ролик туда оставлять, а я не мог, и я по 2 ролика в день снимал, и никак не мог, вот по последнее, еле-еле, хотя она тоже, как она может нравиться, потому что я говорю одно, а потом получается в кадре другое, вот это интересно. Ну, наверное, так как я микрофоны, я очень долго говорю, поэтому очень сложно, наверное, все это контролировать, все вот этот. Вот такие дела. Следить за этой речью, и я просто окончание, я знаю, что я заглатываю окончание, это с той моей детской поры, когда мне сложно было говорить, и я, когда, чтобы, может быть, не знаю, чтобы была немножко сносная ровная речь, и я заглатывал окончание. Вот это, я знаю, что я заглатываю их, это нехорошо. Я очень хотел бы выучить этот русский язык. Это, ну как сказать, если ты живешь за границей и уже давно не практикуешь этот язык, как и чеченский. Я не знаю, я смог бы и на чеченском говорить вот так, как на русском. Вот это интересно. Хотя я владею чеченским языком, это надо вот так, может быть, через год, через 2 русский язык у меня будет намного сноснее, чем сейчас. Вот я сейчас тоже говорю, и вот иногда красивый оборот, и одно слово я пропускаю. И вот когда я обратно, когда я же должен потом то, что прежде чем выкласть в сеть, я должен полностью его снова послушать. И вот когда я слушаю, вот я это слово сказал бы, но в самом вот этом эфире я это не сказал. Вот так. Ну ничего, учимся. Это же, если было бы все гладко, все было бы все окей, щекей, это же должно быть разные блоки. Не обязательно они должны быть идеальны. Кто-то эмоциональным, кто-то безразличен проблемам, кто-то слово уж высказать, чуть не высказать.
наплевательские, вот видите, вот, наплевательские отношения к себе, к своей родне или своей истории, к своему народу. Те, кто родился в те далекие времена, где нас всех учили добру, по порядочности, и нам указывают, где хорошо, где плохо, что вот так делать нельзя. Так всегда, я помню, даже в школе учился, всегда делали замечания. Всегда нам делали замечания, так, так, так. Но кто знал, что вот такие век технологий будет, что нужно будет говорить правильные речи. Наверное, бы я старался бы в школе, потому что я был такой рассеянный еще. И мне очень нравилась история, география, вот это основа, почему-то основа права, вот законы я очень любил. Вот я эти 3 предмета пронес в свою жизнь только на пятерку. Для меня, вот я, представляете, за 8 лет учебы ни одной четверки, тройки, двойки не было у меня. Только одни пятерки за эти предметы. И я вот учебник истории, я не знаю, от корки до корки, от корки до корки. Ну, тогда, конечно, были другие времена. Я был предоставлен сам себе, хотя я рос в многодетной семье. У нас семья была очень такая, не то что консервативная. Отец всю свою жизнь работал в России. Но это как шабаш сначала, можно сказать. В зимнее время он был оператором котельных установок. А летнее время всегда выезжал за пределы Чечни Ингушетии. Но тогда были трудные времена. Нам, чеченцам, приходилось выживать, можно сказать. Нас очень гнобила эта советская власть. Но я понятно, почему гнобила. Поэтому и депортировали в 1944 году, чтобы стереть эту память. Видите, все это много, вот это еще, это очень высоко. Они все, это, скорее всего, были башни, вот, по-моему, вон там сзади башни тоже, они сносили, и они, орудия, все сносили, все сносили. Именно на чеченской территории, вот все эти башни русские, это НКВДшники. И, вот этого, как это, сносили все в Чечне. Мало того, что депортировали, лишили исторической памяти. Вот все вот эта история, это же для мировой цивилизации. Она же, это же достоинство. Даже это храм Будды где-то в Индии или в Таиланде, или чеченские башни на Кавказе, это грузинские монастыри, армянские монастыри, вот это же мировая цивилизация, мечети, вот это все, вот это же наше, значит, для наших потомков они очень нужны. К сожалению, в Чечне нет такого массового, вот, хотя у них есть возможности все это восстанавливать, но нет вот этого, очень много башенных комплексов, которые не восстановлены. А Ингушетия почему-то семимильными шагами. Вот, и именно почему-то башни, все эти деньги на эти башни, хотя у нас еще нужно думать о людях, вот это. И вот человек, конечно, из Европы приехал, поехал, вот мой сосед, он живет в Европе, тут всегда ток электричества, энергии. Никогда у нас они отключают, все у нас есть. И вот он поехал к больной матери, инсульт там, нет, кровоизлияние мозг. Вот он поехал с больной матерью, сперва в Гудермес, Аргун, вот Аргуне свет выключили. Он такой, они довольны. Хотя, знаете, там, вот я там показываю, я по роликам в интернете видел, как это, когда поступает критический пациент, вся больница, все эти врачи, там человек 15-16 бегает, там все. И вот он точно так же рассказывал, что вот так они все забегают. Он даже удивился, вся больница, вот это матери, внимание, вот первый пациент появляется, вот они это все внимание, чтобы посмотреть все это по-быстрому. И вот он, когда свет выключили, вот он возмущался, мы такие деньги, там 100 000 рублей заплатили за месяц, я не знаю, сколько там,
за какой-то вот этот физиотерапию, что-то непонятно вот это. И вот ему показали очень много такие услуги в Подмосковье, вот это по Леонову ходит, даже вот этот один врач там, вот, огромная сумма денег. И он не понимает, что потом он сейчас сказал, что второй раз мать она везет в Дурмес на реабилитацию, там 50% будет, за 50 тысяч рублей вот это будет. И вот это странно, вот вокруг Чечни это ужас, вот в самом Ингушетии воды нет, то есть света иногда не было. И вот это все нормально, вот в Чечне, вот это, вот каждая мелочь нашего, вот какие-то претензии готовы предъявить нам. Я не знаю, в чем мы проводница, вот честно слово. Я объяснил, что там очень много строится, света, наверное, не хватает, там сети перегружены, там сарайцы они строят с советских времен. Это же не ваш Азран, сельские поселения, а это же огромный мегаполис, еще с небоскребами, там, конечно, какой-то перебой, даже, может быть, авария с сети. Даже у нас в советское время выключали свет, но иногда сама вот эта, как из подстанции, она от времени, от вот истощения, вот она сломалась, и свет у нас даже на 3 дня не бывало свет. Хотя каждый день свет включали. Ну вот такой, это же не зависит от этих врачей. От них зависит вот судьба вот этого человека, который к ним поступил. Они должны вот на высшем уровне, вот в Чечне я знаю, на высшем уровне, вот это, если вот так бы в Москве там счет вот за границей вот так бы смотрели, это счет на десятки тысяч евро счет, а это там за эти 1000 евро бегают все там, и вот подняли, после реабилитации вы увидели, вот смеется. Вот единственная память она, от того, что кровь в мозгу, вот это у него нет, все остальное, все движется, все вот это. Они инвалиды. Потом, сперва, когда он сказал, я понял, что-то он хочет сказать, а потом про себя думаю, а потом видео он показывает своей матери, потом всегда неблагодарность чеченцам, что мать поднялись вот с инвалидной коляски. А вот эта мелочь, которая не вот я бы месяц прожил без света, если моя мать, если вот это благо моей матери, да, вот это некрасиво, это очень некрасиво. Неважно. Вот если это Ингушетия было бы, может, вот он как-то это даже не вспомнил бы. Но вот в Чечне, мне чеченцу он должен сказать, что он заплатил огромные деньги, и вот так вот это. Да, огромные деньги, 100 тысяч рублей, огромные, очень огромные деньги. Да, вот такие дела, такие, нет, просто, кто из врачей, вот я тоже работаю вот в этом сфере, и я знаю, что 12 это очень, это ты что, даже, он сам говорит, что 7 даже миллилитров каких-то, вот это, и то человек все уже умирает. У его матери было 12 миллилитров, почти 2 раза больше, и то она выжила. Еще час она под палящим солнцем, никто его не видел, час она лежала в этом огороде с этим кровоизлиянием мозга. И месяц она лежала в этом госпитале без сознания, как это, без сознания как-то. И вот такой тяжелый. И вот подняли. И врачи, не только что чеченские, я не хочу сказать, именно чеченские они подняли. Нет, ингушские врачи. И там, и Бог, наверное, вот, бывает, она хорошая женщина была. Я слышал, много она давала сахара. И вот это, наверное, вот этот, отчиталась, и вот она хотя бы достойна сейчас, достойна. Хотя бы видеть, хотя бы вот это. Да, там многие лишены функций, но ничего, бывало и похлеще. Моей матери, мать 8 лет слепая была. Вот. Я помню ребенка, когда я к ней, вот бывает, когда добрый, хороший человек, вот
Вот она начинает слепая жарить эти яйца. Честное слово, я просто, мы же маленькие дети, они обязательно возиться, наша мать нас накормила, специально накормила нас, когда бабушки мы идем, вот она кормит нас, чтобы она знает, что слепая его мать, но она все равно, вот яйца, вот я боялся, что она обожжется, вот такое, есть люди, которые достойны, а есть люди нехорошие, непорядочные. И многие, когда я рассказал, я уже, это же почти забастовка, это, вы не понимаете, я это делаю специально. Вот хоть засидит от одного ингуша, чтобы он понимал, что это неправильно. И я не прекращу, это будет тысячный сериал, как «Санта-Барбара», вот кто-то чеченский написал, вот это постоянно, почти одно, конечно, одно и то же. Мы же не сказочники, мы же не сочинители, мы же не сочиняем, а мы просто говорим, о чем мы можем говорить. Мы же даже не можем все, что вот у них, они говорят даже чего-то нет, вот про нас, чеченцев, придумывают все это. А мы даже вот стараемся, они говорят, что есть, что мы знаем. Мы очень много всего знаем. Мы знаем в рассказах этих беженцев, не 250 тысяч, которые они, чтобы деньги взять у России, у Организации Объединенных Наций, у Международного Красного Креста, чтобы эти деньги своим ингушам, своих беженцев они кормили. Вот грозненские чеченцы, буханка хлеба. Это моя тетя там, сестра, мать, она находилась, это ингуш. Это не все так красиво, как вы сейчас, товарищи ингуши, пытаетесь нам предъявить какие-то претензии, мы вас вот это, а вы, вот это сколько, это было и то, 20-30 именно чеченских беженцев, потому что у нас было внутренних почти 300 тысяч. Они не могли к вам прийти, потому что, да, некоторые, которые, не знаю, было там 20-30 тысяч, может 40, но 50 тысяч, я не думаю, именно чеченцев. Вот, да, ингушских, да, которые прискакали с Грозного, вот, их тоже было. И вот и туда вы включили этих осетинских, которые в 92 году, вот это их, у вас же есть этот список беженцев. И вот все эти деньги, эти 100 тысяч, 108, вот нам не так много перепало. У нас сперва русские все дома наши разрушили, все лишили. Потом мы последним, что у нас есть, золото, ковры, вот это, не знаю, машины, технические средства, за мешок муки, за мешками кюи, золотые украшения. Мы, чтобы не было, вот, вы врете, вы придумаете, очень сложно было. Были порядочные ингуши, порядочные, не ингуши говорящие соседи, которые с Грозного прискакали, когда задница запахло жареньким. А те порядочные люди, которые родились на этой земле, и которые всю свою жизнь прожили, вот и были порядочные люди, которые целую семью себе приводили. А были такие жители на Назране и других ингушских сел, в курятниках, отдавали свои курятники, свои выботители. И были и такие. Знаете, было все. И я не знаю, вот как сейчас быть, казаться неблагодарными. Да, спасибо, наверное, вы пригрели от немало душ, хотя бы даже не важно, поэтому они и жили, эти курятники, не важно, это унижали целенаправленно нас, чеченцев, унижали их недостоинство. У нас в Чечне никогда бы мы, ты что, в такое время сдавать это, за деньги все это делали, за деньги. И вот это, и страшно, это страшная вещь, что вы творили. Ваш Зязиков сказал, вы приписываете, ваш президент сказал, что вы приписываете Ревизорная палата президента Российской Федерации, когда пришла, только в одном министерстве нашла, вот выделено было 4 миллиона рублей на этих беженцев, что-то там, не знаю, где-то обустроить или что-то. Вы свои долги закрыли на 3 миллиона чем-то, а беженцам 0, 0. И вот такой вот лицемер, поэтому вы вот такие непорядочные, вы такие неприличные люди, поэтому руки вам подавать.
И мы не собираемся. Да, сегодня месяц Рамадан. Да, сегодня нельзя вот такое говорить. И это неправильно. Почему это несправедливость, мы должны всю свою жизнь. Когда не было этого месяца Рамадана, вы молчали, не молчали, не молчали. Вы придерживались вот это? Нет. Сейчас даже в этот месяц Рамадана вы сидите там, скачете, пишете, гадости, пошлости, и вам, вашим действиям конца нет. Вот беженцы, вот знаете, если 250 тысяч беженцев разместить на территории вашей современной Ингушетии, территории не хватит. Вы знаете, сколько это людей, сколько лагерей должно быть? Сколько лагерей должно быть, чтобы 250 тысяч человек поместить? Вот когда я один день только, одну ночь хотел вас, получилось, что я ехал в Ростов, у вас оказался в городе Назране, и вот вы весь город Назрань, 120, вот я не пошел бы, я его свидетель тому, вот как вы, вот какое у вас гостеприимство. Поэтому вот мне хотите сказать, что многие частных этих домах жили. Неправда. Неправда. И я один ночь не смог ни в гостинице, ни в частном секторе, нигде снять, вот, поспать, уголок мне, молодому парню, никто не предоставит. Я был не один с своим знакомым, а незнакомые мы познакомились, но у нас как, когда транспорте первый раз познакомились, это уже дружба на все оставшиеся века. И вот этим, мы два вот эти ехали и вот в сторону Ростова и сели на это злополучную маршрутку, который Азран. Я-то думаю, с Назрани на такси можно в Владикавказе, там сяду на путь. Какой там. Оказывается, глухота, мы ходили, вот нам показали, где вокзал находится, а потом там все закрыто. Оказывается, глухомань страшно. И тогда я понял, поэтому я сейчас всегда говорю село, потому что тогда, вот это, конечно, это было до Второй Чеченской войны. Потом, как вы раскрылись, как вы разбогатели, как на чеченском страданиях, на чеченском горе, как вы разошлись. Ваш магаз сразу выстроился. Миллиарды, чуть-чуть в свободную экономическую зону привели вы. Это все в Чеченскую войну. Вот, вы знаете, до 92 года по 2000 год у вас была мертвая тишина. Вот, ничего не происходило, ничего, вот это, вот это хорошо. Вот я единственное могу признать одно достоинство вот этого вашего генерала Руслана. А еще, вот он подлость для чеченцев не сделал. Вот, когда он руководил вашей республикой, вот не было вот этого, который сейчас, после Зайцкого пришел, потом вот этот продолжил, сейчас, конечно, святой, вот этот последний ваш глава республики, мне он очень нравится, приличный, мне кажется, человек, но имена я не буду, потом вы будете... Вот такой, и вот очень много историй. Мы об этих историях должны молчать. И вы вот это вспоминаете, вот это, мы приютили вас, вот это все, а мы приютили вас 70-80 лет. Это ничего, это не считается, что вы в наших квартирах в Грозном жили, не считается. Вы не жили в курятниках, вы не жили вот этих непригодных стол. Вот как это, то же самое, что было в годе депортации 1944 году. Кто-то жил на голых степнях, кто-то, какие-то казаки приютили себя. И вот точно таком же, через 80 лет мы оказались в таком же положении. Вот ваше мирное, у вас бомбы не было, вас никто не расстреливал. Там можно было как-то по-человечески к чеченцам отнестись. Но многие, вот эти твари, которые сейчас бегают, вот они, их потомки, их семьи, их дяди, тетушки, вот они, поэтому вот
сейчас мы видим, вот их потомки, как они ведут себя. Вот этот молодой парень рассказывает, с тремя ингушскими парнями дерется, там бывали драки, там были между национальные, как будто бы это чеченцы и русские. Вот такое, я помню себе, когда я жил в Пермской области, мои дядя не ходили в эти клубы, на эти дискотеки, но мои братья младшие, вот эти их двоюродные братья ходили. Там постоянно это драки, отношения, как это, не разъясняли, вот, отношения выявляли. И вот они дерутся без конца, и повод без повода. Точно так же вот этот парень оказался вот такой, не знаю, какой-то спор, и вот пошла драка. Ну там горячая кровь, кавказцы, чеченцы, ингуши, и они дерутся. И там и он дерется с тремя ингушскими парнями. И идет старик, старый старик с этим, как это называется, ревяным посохом, вот он на него вот это, и он говорит, я увидел этого старика, сразу обрадовался, что он сейчас заступится за ним. Он шел медленно, пока он шел, его там дубасит, вот эти трое. Все равно один человек с тремя очень сложно, конечно, справиться. И он думал, сейчас этот старик заступится по вашим, по нашим войнавским, кнахским, чеченским, ингушским. Обычно так нельзя трое нападать на одного. И вот, и когда он понял, что это чеченец, знаете, что он сделал? Взял свой вот этот посох и дубасить начал. Вместе с тремя этот старик дубасил на этого чеченского парня. Вот где зарита ваша ненависть? Вот где вы? Вот какой-то нечеловеческой, какой-то животной ненависть чеченцев. Как будто бы мы, что мы сделали? И вот это, вот, знаете, я понимаю, вот я начал про это беженство, вот я понимаю, какой миной, какой-то, вот, и вас, с одной стороны, это вы не хотите, чтобы их пускать, вот это, то, а потом и радоваться, вот можем унизить. И было много, вот Вторая Чеченская война, вас вообще нет, вас не было ничего, вот вы расцвели, все выкрали, вот это беженцев, написали 250 тысяч, и вот все эти деньги, все это свободный экономический зон, все ингуши отпустили. Ну вот пустили, понятно, это, ну пусть так будет, вот это. У вас есть своя правда, у нас есть своя правда. Но мы-то живые свидетели, мы еще не умерли, мы все это помним. Мы помним этот город Грозный, где вы там находитесь, чем вы там занимались. И какие-то вот эти люди, и массово, именно карьеристы, это подонки, массово начали Грозным приезжать, там поступать, там места занимать. И вот это всю свою жизнь второсортными, как это русские-то понятно, почему к нам относятся так. Это не только к нам, ко всем кавказцам. Они относятся как второй сорт, третий сорт. И вот эти непонятно кто тоже. Вот надо дать власть человеку. Вот тогда он себя во всей красе покажет. Вот он становится директором, и все чеченцы должны поклоняться. Вот какая-то больная, вот эта шизофрения у них, какое-то больное самолюбие, какой-то эгоизм непонятный. Многие люди эгоисты. Я не говорю, что это других народов. Чеченцев много эгоистов. Я знаю одного пара. Эгоист, но вот такое какое-то маниакальное желание, не знаю, я вредить вот эту страну. Вот эту страну. И поэтому ваши сказки, ваши истории, у вас ничего никогда не было и не будет. Не будет, потому что вы своим истоком не идете, вы не ищете правды, вас устраивает ложь, и это легкий путь. По легкому пути вы всегда петляете. Ваши отцы, ваши прадеды, это, может, я повторяюсь, но это вот, а как без общей картины? И даже вот такой повод, вот будете, это Ингушская башня, да, ваша башня. Ваша башня, знаете, крили, вот это,
Арахвы в горах жили. Вот это чеченцы, вот вас пустил. Зря он с этими кабардинцами договорился. Вы были язычны, ничего, мир не потерял, мусульманское умма ничего не потерял бы, честное слово, если вы остались бы этими божественными вот это, поклонителями, а потом, скорее всего, христианство взяли бы. Если мы чеченцы, вот вы сами чеченцы виноваты, что вот такого монстра вырастили. И в Чечне, Ингушетии, и в Кавказском какое-то отношение, какие-то вот эти наши братья, наши братья, наши братья. Где эти братья, я их не вижу, не вижу. Где они? У меня их сколько этих братьев, мне и нужны чужие. И я со своими не могу разобраться. А мне предлагают еще оптом чужих. Вот это, знаете, чужой человек, чужой, даже в одном селе. Даже он не ингуш, он не кабардинец, он не дагестанец. Вы представляете, даже чеченец может быть совсем другим отношением к другому чеченцу. А тут понятно, тут классика жанр ингуши, который высокомерный, самый высокомерный. Вот титул самого высокомерного и лживого народа. Вот это да. Вот это мы его обогнали. Жалко, что книга рекордов Гиннесса в ваших горах не это фиксирует все это. И вот такие размышления. Вот сегодня день Рамадана. Потом женщина прискакала, и тебе не стыдно месяц Рамадан, то это, что десятое. А тебе не стыдно лазить по этим сайтам еще месяц Рамадан, писать мне мужчине, парень такой. Я же абстрактно, я же общем что-то говорю. Я же не говорю, а вот приходит, вот, поэтому я иногда, раньше я думал, что вот то, что я немножко резко говорю, поэтому они говорят, нет, это я же не говорю про всех ингушей или про всех чеченцев, я говорю конкретно, вот человек такой-то по именам, вот это, и то, отделяя их, эти ингушеговорящие, это непонятно кто, без рода, без чести, неважно, это чеченец, ингуш, вот это русский, если у тебя нету корней, ты знаешь, как это, как, ну давай скажем, пустышки, и нету начинки там. И вот это, и вот сейчас она пришла, даже я последний раз ничего не говорю, вот слова подбирает специально. Вот это подбирает. И могла обойтись бы без этих слов, сказать, Ремес Роман такой, но она сперва написала один текст, это было, не понравилось, еще она решила добавить. И вот это. И потом, если я скажу, знаю, а кто ты такая? Непонятно кто. Скорее всего, она по-русски написала свое имя, еще даже, может быть, парень. Вот женское, вот они никем, чтобы потом, когда чтобы мы не могли ответить. Чтобы мы не могли ответить. Вот это, женщина можно все, да, особенно ингушским. У них же не принято вот это, у них же ни честь, ни совесть, вот этих ингушеговорящих. Потом что-то говоришь, скажешь, то тоже, неважно, мужчины, женщины, старики, вот это, когда человек себе показывает во всей красе, я не смотрю на пол, мне без пола, безликие люди, вот я не смотрю, вот это во все хорошо, гладко шло, вот когда, вот я сразу вас раскусил, что вы специально так делаете, женские имена, вам самим не стыдно, парни, под женскими никами, вот это такое вот специально писать, чтобы я не мог как парень ответить вам. Конечно, Мата Хари, проститутки есть проститутки, и в Африке они проститутки. Вот такое. Ой, такие дела.
История человечества связана с самыми страшными ужасами о неспровержении установленных государством законов. Вторжение победоносной армии противника, которые истребляют всех, кто защищается, грабят беззащитных, уводят в плен. Но все эти ужасы не зря сравнить с теми, которые выпали на долю чеченского народа. Гибли и страдали все, но гибель и страдания репрессивного народа, их горе и унижение многократно пришли все тяготы, которые испытали на себя народы, потому что нет больше несчастья для нации, чем потерять родину. История чеченцев описана в глубных сердцах измученных стариков и женщин, написана кровью детей. Мы, чеченцы, мы достойные люди. Вот. Я не должно справедливость восторжествовать. Поэтому мы сидим тут и говорим об этом. Мы не преследуем никаких политических, экономических, социальных целей. Мы хотим справедливости. Она должна быть в наше время. Должна быть свои рамки, свои границы должны быть. И вот если ты открываешь рот, конечно, тебе прилетит. Кто бы ты ни делал, я не преследую специально целей. Вот сегодня тоже. Я хотел только про чеченцев говорить. Но вот увидел вот это. И я, знаете, я не знаю, когда это все прекратится, когда мы сможем спокойно сесть, говорить о своих насущных проблемах, про своих насущных делах. Когда, вот, знаете, будем радоваться успехам других, не будем завидовать. Черный заяц, она ни к чему. Белый заяц, понятно. Это, да, все равно, вот бывает, когда ты открываешь журнал и читаешь какой-то миллиардер, вот и что-то, конечно, хочется оказаться на месте этого человека. Он преуспеваем, он чего-то добился в жизни. Но это понятно, это белый заяц. Вот когда ты хочешь, завидуешь по мелочам, вот это страшно. Неважно, месяц это Рамадан, это месяц другой. Мы каждый день живем и ходим по этой земле. Знаете, нам Бог создал очень комфортные, шикарные условия жизни. Такие красивые места нам Он создал, такие живописные места. И вместо того, чтобы радоваться, веселиться и гордиться друг другом, вот мы, знаете, бросаемся взаимными обвинениями и стараемся задеть побольнее и больные места. И у нас, конечно, есть травмы, как у чеченцев, ингуши, они имеют, потому что мы пережили депортацию. Как один народ нас выслали с Чечен-Ингушской ССР, не из Ингушетии, не из Чечни, а Чечен-Ингушской ССР. Вы, товарищи ингуши, забрались, очень сильно забрались. Сейчас начали верить в свои лжи, своим каскам. Вот молодежь вот в таких условиях, выросшая, на что она год? Она пропала уже. Генофонда вот придется из Африки к вам завозить этих мусульман чернокожих, мне так кажется. Генофонд вас уже пропал. Мы, чеченцы, конечно, вам раньше давали, отдавали. Вот не нужно, вот в нашу сторону не нужно смотреть. Наши дела, они, знаете, без вас неплохие. И надеюсь, никогда больше нам не придется с вами делить общий дом. И вы, ингуши, я рад, что вы ингуши. Я признаю, что вы народ сейчас, хотя исторически мы были одним народом, но я признаю, я очень рад, искренне, я рад, что вы как-то отделились, вот как-то живет. Конечно, вы за эти 80 лет проживаете, вот
вот жили с осетинами, приобрели огромные территории. Там что-то вот это, с нами прожили. Вот все, что у нас было, 1990, перед войной, перед Чеченской, все стащили с Грозненских музеев, все, вот это, вот этот. Какой-то пришел и сказал, что вот это ОЗК, декал, ОЗК парень пришел и говорит, он в 2000-х годах находился беженцем вот этой Ингушетии, и он создал два этих ингушских коллектива, вот все чеченское, он там, все вот, ну, конечно, это не хорошо, он искренне, наверное, искренне вот хотел, наверное, думал, вот эти ингуши, вот это мы сейчас знаем, какие они подлые, какие они коварные, тогда в 2000-х годах тоже они прикидывались хорошенькими, добрыми, мы прилетели в вас, и какой-то этот человек, он решил, он, дай мог, не, в войнах его коллективно работал, он был еще министром культуры Чеченской Республики. И вот когда он это писал, я сразу его вспомнил, гармонистку. Я это рассказывал, но рассказывал с другой стороны. Вот это от Рая Евло, которая была гармонистской, вот это ансамбле в войнах, мы все слышали, кто раньше смотрел чечено-ингушское телевидение, вот там это Рая Евлоя пела песню, это Айр Кенти. Но это Майр Кенти, так как история Ингушетии, она плавная, там, миролюбивая, скорее всего, она пела про чеченцев, наверное, это. И вот это Рая Евлоева, я когда репортаж по телевидению Ингушетии посмотрел, цело посвященную передаче про это, я Раю Евлоеву, она работала где? В войнах, она воинистская, как это называется, Пондарче была там. И вот она, вот это телевидение Ингушетии рассказывала, как она восстанавливала ингушскую культуру. И вот самые вот были два танцевальных коллектива она создала. И вот у меня вот я знал, что это от того, что она вот в войнах группа была вот гармонистская, и вот она, вот, скорее всего, вот решила перенести чеченский вот этот ансамбль, танц, вот это все на ингушскую. Но потом я не знал, что вот именно наш бывший министр культуры Дикало Музыкаев помогал ему это. Теперь понятно, вот как это странно, все, что могли, все, вот, представляете, русские варвары, которые разрушили наш город Грозный, все это, сотни чеченских сел, городов, это, конечно, варвары, мирное время, наше в прогрессивном мире, все это разрушить, это очень, это только варвары могут, да, это понятно, они ментально считают нас своими врагами, потому что другая культура, другая вера, вот, нет, даже это украинцы, их вот, братья, как эти ингуши наши, и вот и то они с войной пошли, а понятно, к нам, чеченцам, они и так, гордый народ, никто не любит, гордых людей никто не любит, хотят им подлости, все вот это. И вот эти ингуши тоже, как варвары, захватили все чеченское. Башни, не башни, территории, не территории. Это истоки, ковры, музыка, вот это. Все что угодно, вот все. Какие вы воры, вор, навары, вор. Вот эта деятельность. Вот одна женщина, вот Рая ее, как она могла, сколько у нее, вот так списывал. У них же контакты остались старые. И вот она, скорее всего, одного, второго, третьего чеченца пригласила. То это, вот так они. Сперва, типа, пожалуйста, обучите нас, ингушей, этим танцам. Потом мы обучили их, и все. Прибрали к своим. Потом это ингушское, что, ингушский. Потом, вот как вот этот нарский эпос, вот это Долгато, вот это Ибрагим Дархи говорит, чеченцев им уж так и написано, нарский эпос, я
героический нарский эпос чеченцев и ингушей. Ну, а потом это уже чеченцы оттуда перестоят, они ушли, то это сейчас ингушский нарский эпос. Вот точно так же, вот этот ковер, в 1972 году в Гродненском музее этот ковер стоит, вот этот, с этими орнаментами, вот это, и потом вот этот качиха Танзила Дзауру, вот ей это Шукри Дальхигов, Креви Дальхигов, вот это не Грозненском, а московском барахолке случайно наткнулся на этот альбом ингушских вот этих мастеров 1921, по-моему, 24, по-моему, 21, чтобы в составе Борской, тогда эти такие времена, этот человек, вот когда это показывает этот альбом, на коже вот этот орнамент, на коже сделан. И откуда они украли? Конечно, с Гродненском музее стащили. Все стащили в Гродненском музее, а потом, типа, ингуш непонятно откуда взявшийся, в каком-то году, 1921 году, вот он, на него это орнамент. Этот, как это доказать? Он это, не он. Вот этот лохотрон на лохотроне, фальшивка на фальшивке. Все вот это, все фальшиво, все, и фальшивая улыбочка, и фальшивые приветствия, все фальшь. Вот не бывает в одном деле они такие примерные, в другом деле кричи ура. Нет, не бывает. Во всем. Вор, он вор есть. Проходимец, он есть проходимец. Вот, как ни крути, спереди, сзади, сверху, снизу, вот он проходит. Вот у него действие будет в своем же вот этом русле. И это же искусство, это же как балет искусства, вот точно так же. Если ты подлец, это большое искусство, потому что он ухищряется, он меняет эти маски лица, и все это фальшь, все это нанизано ложью. И вот плохой человек есть плохой человек. И оказалось, вот для меня открытие, вот в моих вот этих репортажах, что все, что у них есть, вот нет ничего своего. Вот это открытие. Это для меня это большое открытие. И танцы, ничего нет. Вот это, прибежал чеченский танец, поэтому я понимаю, этот наш композитор Ева Малсагова. Ева Малсагова? Не Ева, Ева Мальсагова. Ева Мальсагова написала. Какая-то женщина, думаю, сейчас известная во всем мире. Композитор. Пошел в Википедию, 0. Нигде в Гугле 0. В Гугле вот это Яндексе, вот этот Зене вышел что-то. И газета Сердало. Вот Сердало написал об этом, все, это знаменитый композитор. Вот газета Сердало, вот это Азранский, вот этот университет, Нича Ахри, вот 3 вот эти, вот они, вот там, это последние инстанции. Вот в газете Сердало нам написали, что это великий композитор ингушский. Вот это вот она сочинила чеченский. Сейчас дай ему тоже композиции, без слова они специально, своих вот это про депортацию, вот это Хава Абадиева. Часовой фильм идет, ни одно слово про чеченца, просто один, который или случайно выговорил слово чеченец, а так вся эта вот, и вот эта композиция, вот это как бы 25-й кадр, человек час слушает эту музыку, и ему говорят про ингушей, про их депортацию, про чеченцев, ничего, и не указывают, что это чеченская элодия. И вот человек подумал, что это ингуш. Вот точно так же привлекал мне Ева Мальцаева, композитор, вот она сочинила это танцы. Вы представляете, в войнах, наверное, существовал, как создали Чечен ингуши, даже вот она сколько лет в войнах существует. Это академический музыкальный, инструментальный, не инструментальный, музыкальный танцевальная группа. И
и вот этот Рая Елоя, гармонистка, она никто, гармонистка. И вот ты чё, такая патриотка, оказывается. Да, действительно, все чеченское она украла, свои связи, и всех вот это музыкалов подтянула, все вот это. Сейчас, конечно, музыкальные коллективы на этом маленькие, они соревнуются с нами, если у нас 5 коллективов, да, у них тоже должно быть 5 коллективов. А вот с районами не могут, у них 3 района, у нас 30 районов. Я имею в виду то, что чеченские 3 района, 5 районов у них в составе, Ингушетии, больше мало Чечни, а вот Галштинский, Ачалукский, Пседахский, вот этот районы, потом Нинди, Малгобекский, Сунжинский, 5 районов. Вот вся Ингушетия, мало Чечни. Они восстановили. Знаете почему? Потому что потом по истории это раскроют. Конечно, Пседахский не восстановили. Вот Базоркинские хотели сделать, конечно. Вот сделать приятно Идрису Базоркину. Вот этот район они из пригорода хотели сотворить. Когда в 1973 году сделали провокацию, грозно написали ЦК КПСС, вот именно хотели восстановить Базоркинский район, ингушская, чисто ингушская фамилия. Ну, такое дело. Наши враги не спят, мы тоже не будем спать. У нас нет ни перерыва, ни вакансий, ничего. Конечно, сейчас священный месяц Рамадан. Каждый человек по-своему. Вот я всегда снимаю, когда я свободен. Я тоже занятой человек. Не всегда у меня бывает время. И вот это, даже эти танцы, даже вот все. Вот все это. И понятно, взяли бы, хорошо, у вас ничего нет, вы взяли. Но почему не взять это тихо? Успех любит тишину, деньги любят тишину. В тишине, зарубиться, вот это ваше, вот по своей ингушскому телевидению 24 часа в сутки кричат, что мы ингуши великие нации. Зачем нас задевать? Зачем нас оскорблять? Зачем наше достоинство приниживать? Наши заслуги преуменьшать? Вот этого непонятно. Это не просто борьба дух, это просто борьба дух стилизации. Вот это чеченская, настоящая стилизация. Вот это фальшивая, лицемерная ингушская стилизация. Вот нахская столкнулись лбами. И, конечно, не без помощи великого русского брата, который спит, не может дождаться, когда вот два братских народа, вот когда вот это им нужно, то вот это столкновение были, это чтобы расшатать Кавказ, расшатать их единство, их, вот, знаете, это кавказские, вот они Грузии никак не могут, потому что древняя цивилизация, даже Москвы не было, когда была эта Грузия, и поэтому они не могут вот это рассчитать. Вот почему Кавказ, именно Северный Кавказ хотят, чтобы не было братства, не было дружбы между народом Кавказа. Это же, знаете, Бог на нас пожалел, да? Это очень сложно. Вот, знаете, сделать так, что идентичность, эти горы, эти башни, эти вот это обычаи, традиции, адаты, вот почти, даже еда у всех народов почти одинаково, но она как-то по-своему называется, какие-то есть вот это варианты, но вот все вот это очень редкостно, когда все это сходит, все это, даже религии, даже ты христиан, ты мусульман, но ты одеваешься вот в черкеску, вот это. И вот знаете, и грузинская одежда, и армянская, и чеченская, и адыгская, и лезгинская. Вот нет вот разности в одежде, да, какие-то
вариаций. Но вот это очень редко получается. Сколько народу на земле, вот этот латиноговорящий, вот они все разные, они всех своих, вот нет, вот как у нас кавказских народов, вот это, даже рийское прошлое, вот это, и вот нету вот это, как мы разделили на 50 народов, но все есть, какое-то есть общее, вот кавказское, даже на названии Кавказ у нас общее. И вот наш дом это. И вот я не пойму вот этих выскочек, вот этих высокомерных людей, которые вот решили все это присвоить себе. Вот маленькому, малюсенькому народу, все достояние всего Кавказа, мы, чеченцы, достояние всего Кавказа. Адыги, черкесы, достояние всего Кавказа. И вот это, адыгские тоже обычаи, вот этот тещу, вот переписали сразу на себя. Вот я так думаю, не только у нас, они вот все переписывают. И, конечно, издают бесчисленные это книжечки на этом бешеном принтере под названием Ингушетии. Все издается, все переписывается. И просто результат мы, конечно, хотим видеть. Но, скорее всего, СВО закончится, терпение у многих закончится. Вот они покажут. Вот ждем, почему мы ждем это закончения этой войны с Украиной? Потому что законы очень строгие, очень ущемляющие. Вот мы не можем сейчас в таком время какую-то вот эту претензию, вот это нужно, конечно, собраться и давать, и вот размазывать их по стенкам. Вот ты такой, вот твои заслуги, вот прикрыть архивы немножко, вот эти стукачей, это сексоты, которые предатели своей родине, вот нужно закрывать их, конечно. И мир будет краше, и Кавказ будет процветать. Нам нужна просвет, нам нужно процветание. Мы очень долго застой советской власти, и вот застойный вот этот царский царизм, империализм держали нас, кавказских народов, в застой. Одной стороны, нас законсервировали, поэтому мы такие уникальные, поэтому мы такие неповторимые. И каждый народ по-своему прекрасно, по-своему красив. И мы, когда говорим о народе, мы не говорим во всем народе, потому что мы говорим о людях, которые от имени этого народа. Вот если ингуши что-то говорят, они же от имени, они не вещают нам с Марса и говорят, что мы инопланетные существа, считаем, что вы, чеченцы, у нас отняли нашу планету, наши дома, наши башни, наши горы. Это же не оттуда вещает, это вещается рядом. Назрань над Грозным 100 километров находится. И вот это все отклики оттуда, это оскорбление оттуда. И адрес имеет это конкретный. Поэтому мы, когда говорим ингуши, мы не имеем все ингуши, но делить тоже мы не можем. Это хорошие ингуши, вот это плохие ингуши. Если вы молчите, это вас все устраивает. Меня не устраивает это. Поэтому я и говорю, поэтому я и возмущаюсь, поэтому я и кричу во все колокола, что так делать нельзя. Это не хочу. Хорошо, ничего хорошего не закончится. Пора же проснуться, пора же, не знаю, да, хоть месяц Рамадан. Вот хорошо, вы от меня требуете вот этих, я, знаете, нахожусь где? Я не в Чечне, я в Чечне был бы, вот что думать, я вот так говорил бы, не потому что я боюсь, нет, не поэтому, просто это сама меня, еще даже находясь тут, за границей, меня удерживает много вещей, которые я могу рассказать, я не рассказываю. И мы же тоже имеем эти глаза и уши, и все видим, все смотрим. И вот можно вот просто задойти, там пролистать, что хочет человек вынести, что хочет человек донести. И очень просто. Все вот это просто для вас, для нас это не просто. Для нас мы должны сидеть, вместо того, чтобы изучать свой народ, свою культуру, свою обычай. Мы свои вот эти претензии другим. И вот, конечно, вот претензии ваши, вот никакие рамки не лезут. Вот всегда от нас получали что-то.
всегда выгоду от чеченцев получали. И вот я не пойму, даже уходящие, пришли ни с чем, уходя с Чечени, прихватили пару районов чеченских, которые в составе Чеченской республики были. И в это все у вас все сходит. И царь, и царские генералы вам помогли захватывать. И в 92 году вы точно такой же вы повторили, как после Кавказской войны. Все аннексия чеченских территорий. Сейчас аннексия у вас идет по информационным, по культурным, по всем вот это. Даже вот эти певички жалкие. Хотя моя мать Раю его любила. Только одна песня у него есть. Только одна песня. На телевидении Чечения, Ингушетии прозвучал. И какой-то, наверное, какой-то ингуш стал спонсором Ятины, да, в Совете Министров, они же еще были председателем Совета Министров, они же председателем, президент Верховного Совета Чечен-Ингушской ССР были. И вот какой-то влиятельный ингуш, Раю гармонистку сделали певицей, сейчас великая певица, и вот спасла культуру Ингушетии, да, именно на телевидении Ингушетии репортаж, что она спасла культуру Ингушетии, что вот она создала 2 музыкальных коллектива, и вот это, да, все чеченским. Проштамповала в ингушской. Мы, конечно, претендуем только на наш танец, который есть специфический. Нигде народ вот старается его копировать, старается вот это приписать, что это ингушское. А потом, конечно, будет вечный спор. Это ваше, это наше. Это же мы с 60-х, 80-х, это Махмуд Эсимбай даже в фильме это показывает. Это специфические движения танца. В 68 году это фильм «Я буду танцевать». Везде это показывается. Чеченский танец, никогда я не слышал про ингушского танца. Вот про чеченский был, даже Махмуд Эсимбай его станцевал. И вот это, а сейчас, конечно, задним числом все ваше. Наверное, я тоже ингушем могу оказаться, потому что родился в Ичкерии, конечно. Имеется в виду Ичкерии введено. Я родился в Чеченской республике. И вот окажется потом ингушем оказывается. Потому что когда-то 5000 лет тому назад там ингушский караван проходил. Какой-то подлый ингуш прятался в горах от кровников. Вот это будет основание потом предъявить жителям введено, что вы ингуши. Хотя мы сотни километров от этих ингушей проживаем. Ну, конечно, а если можно рядом и Тумкале преподавать, как называется, ой, это язык русский, претендовать. Можем Шато, если вы претендуете, вокруг Веденского района, это Шато и Тумкале, вот, Ажаюрт одну сторону Ботлих, конечно. И почему? Это потом, каждый год аппетиты все растут. Уже дошли до Шатоя, до Аргуна. Сейчас можно дойти до реки Хулхулау. Не Аржах, по-моему, Аржах. Река по картам Советского Союза это называлась река Хулхулау. Вот можете дойти снова до реки Хулхулау, потом предъява будет. Во время монгольского нашествия вы типа там же 2,5 ингуша. Вот такое, конечно, очень много пробелов в вашей истории. Их вы заполняете ложью, и не наша вина, что вы такие бесцеремонные, нападать вы мастера, какие вы герои. Вот интересно было, почему вы свой героизм не показывали, когда нужно, когда другие кавказские народы это показывают.
вы не показывали. И вот мой вам совет, мой вам посыл, пожалуйста, остановитесь. Все, вы не можете все это заглотнуть, в этом поперхнетесь. Не все можно заглотнуть, не все можно вот это присвоить. Это выглядит нелепо, это выглядит неестественно. И в конце концов, вы и так понятно, что вы лжете. И просто вам будет потом стыдно поднимать глаза и ходить в это общество. Не обманывайте себя и себе подобных. Нас вы точно не обдурите, нас вы точно снова, знаете, это ваши братские фальшивые сети, вот меня не загнать снова. Никогда, вот, да, уважения нет, потому что вы его потеряли в моих глазах. Да, вы люди, то же самое проживаете. Хорошо, что у вас есть общая граница. Это с Грузией. Брать тебе придете туда в трудную минуту. Вы нам не нужны. Скажите, осетина вы не нужны больше. Вас, провокаторов, пускать, это значит, можно просто поднять руки и сдаться вам. Конечно, вы повторите, вот снова повторите это. Поэтому вы хотите утверждать, что вы беженцы так приняли, вы мужи воевали, мы чеченцы там непонятно, что это вы были вояки. Вот этот 15-летний ваш ингушский парень, вот я его фотографии или репортаж про него вижу, у меня текут слезы, потому что жалко. Неважно, чеченец он, ингуш. Вот это да, вот это был он был жителем не вашей республики Ингушетии, он родился там. Он был жителем Чечни, Ингушетии. Вот жители Чечни, Ингушетии защищали. Вот даже эти танки пошли, кровь. Вы говорите, пролили там Азрани, но это неправда, это не кровь человека, если сам от сердца, там министр здравоохранения говорят ваш. Ну вот получился несчастный случай. Да, это мужчина был, если он смог побороть свой страх и выйти против входа в войск. И чеченцы там были, жители, которые проживали у вас. Это не ингуши, это вам кажется, это ингуши. Не только ингуши там были. История, это, конечно, об этом должны говорить историки. Но когда это переходит в плоскость, вот это было, сказали, нам так кажется, это, конечно, это не история. Вы специально размываете эти границы, чтобы вам было легко. Вот вы вот какие-то, знаете, любите, вот какие-то фразочки у вас, заготовленные фразочки. И, скорее всего, многие кажется, это вы 2000 года начали, мне кажется, с 57 года, как вы возвратились обратно, вы уже это затеяли. Скорее всего, очень много там эти книжки сфальсифицировали, очень много, поэтому вы сейчас так бросаетесь этими фразочками бесконечными. Какие-то тексты. Я не думаю, что вы сидите там, не отвечаете за мой вот этот вы обиделись на это, пишете. Просто это вас заготовки. Вы бегаете по одному, по другому по сайтам и вот хотите специально эфир замусорить. И такие потуги жалкие. Конечно, мне вас жаль. Как людей жаль. Не как ингушей, а как людей. Когда человек теряет свое человеческое достоинство. Когда теряется облик, это страшно, конечно. Это страшно.
такой человек способен на все. Ой, друзья мои, вы, конечно, извините, что я вещаю сегодня тоже решил поговорить. Но, знаете, мне очень какая-то обида у меня внутри сидит. Я так разочарован. У меня немало было жизненных разочарований. Вот это, разочароваться в таких вещах, вот это для меня открытие. Это для меня вот это страшное открытие. Я месяцами сейчас, наверное, это моя тоже ошибка реагировать на этих больных людей. А я как-то, представляете, я не вижу просвета, и мне передо мной очень мрачная картина. Я знаю, чем это. Я просто две чеченские войны, я выселение, мои отцы это испытали, отец и мать. Выселение, депортировали. Вот я две чеченские войны пережил, я знаю, что такое гордыня. Вот что такое гордыня. Вот этот русский, обрусевшийся генерал Джахар Дудудай, да, он вошел в историю чеченского народа как борец за свободу, но что русская жена, обрусевшая всю свою жизнь, прожившая в воинских частях на безграничных территориях Советского Союза, этот человек вот пришел, вот мы загордились, нам показалось, что мы можем, хотя ничего не было, вот казалось, мы такие великие. И вот результат Две Чеченские войны. Конечно, предательство ингушей тоже своего рода. Вот он не пришел бы, если это ингуши они предали в 89 году, и когда Чечен-Ингушская Азия, Советский Союз, вот никому в голову не пришло вот уйти, вот им пришло это в голову. Вот они решили развалить нас изнутри, чтобы создать свою Ингушетию. Но создали, бегайте, прыгайте, танцуйте, веселитесь. Я не знаю, чего к нам пристали, чего вы хотите от нас. Вот это я не пойму. Я пытаюсь понять, конечно. Это непосильная задача. Скорее всего, историки будут об этом изучать. Это не феномен ингушей, который непонятно заразился какой-то античеченским вирусом, античеченским вирусом, чеченофобия какой-то, в какой-то изощренных формах. Русские даже так, сколько полегло русских солдат в Грозном, не было такой ненависти, как у вас, зверино. Да, соседние души, это темные потемки, конечно. Да, кому-то это прикольно, кто-то по приколу все это делает, кто-то старается за деньги. Да, вас понятно. Совесть вы уже продали, честь тоже. Сейчас осталось что-то нахское, вот это тоже хотите лечиться. И потом, знаете, не бегайте и не плачьте. Ну, такие мыслишки в голову. Наверное, не стоит ничего больше говорить. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Конечно, я пытаюсь что-то сказать. Не всегда у меня выходит. Я и не готовлюсь, если честно сказать. Хотя я могу готовить. Могу вот это все читать по тексту. Но мы не преследуем целей кого-то оскорблять, кого-то унизить, кого-то задеть. Специально эти тексты, где вот изощренно вот это тексты, я знаю, как это бывает, вот они изощренно все это делают.
Я простой парень, просто говорю, что проходит. Не то, что проходит в голову, то, что я вижу, то, что я слышу, то, что комментирует у меня. Я отвечаю. И да такое. Да, далеко мы. Если вот в таком же будем идти, далеко пойдете вы, товарищи ингуши. Как всегда, флаг вам в руки, если вы такие дерзкие, покажите. Вот, скорее всего, мы как-нибудь нам придется 92 год мы помним, а не забудем. И вот вашу дерзость, ваш героизм, я надеюсь, вы когда-нибудь покажете на этом поле сражений, на поле битвы за шею. Вот как вы сейчас цепились к чеченцам за горло, вот надеюсь, вы точно так же будете цепляться, когда с другой стороны, с другой стороны вот это будет. Мы-то не цепляем, мы-то ничего, мы говорим, просто защищаемся от вас, от вашей наглости, от вашей лжи. Ведь какой вы испорченные люди. Вот я на эти башни смотрю, и мне в голове нет картины, что это вы, мужчины. Я знаю, вы непонятно откуда. И да, от чеченцев вам досталось много. И танцы вам достались, и песни, музыка, и блюда национальные, и ковры, и стань. И жаль, если нас не было, вас вообще бы. Как эти игорцы были бы в составе этой Осетии, и вас звали бы как? Ангуши. Ангуши вы были. Ангушами были бы, как эти дегорцы. Наверное, это было бы ваше счастье. И с грузинами можно было бы кантовать, и с осетинами, христианами, и русские тоже христиане. И вам было бы легче, наверное. Вам бы легче жилось бы. Легче на этой земле жилось бы. И надо было бы кое-какие обычаи соблюдать. Делать вид, что вы соблюдаете. Наверное, были бы вечные эти притязания чеченцев, это понятно. Успешный народ. И, конечно же, зависть, она неблагородное дело. Завидеть можно, не знаю, по-всякому. Вот такие дела. Вот такие дела. Интересные мысли идут в одну сторону, а вот то, что я хочу говорить, я не говорю, говорю что-то другое. Вот это странно. Я хотел бы, конечно, но из-за месяца Рамадан я не могу. А что, воспользоваться моментом, наверное, тоже немножко придется, скорее всего, немножко сбавить свои обороты. Давайте пока с вами был одинокий Джейсон Мири. Добра всем добрым людям.